Здравствуйте, в эфире новости и краткий обзор событий. Эпидситуацию в Ингушетии обсудили на заседании оперативного штаба в Магасе. Итоги торжеств юбилея единения Ингушетии с Россией обсудили в Совете Федерации. Как соблюдают меры защиты от нового вируса? Итоги проверки в учебных заведениях в выпуске. Со статистики 15 971 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в России. Это данные оперативного штаба. Всего в стране число больных 1 463 306. Выздоровело 1 107 988 человек. В Ингушетии зафиксировано 59 человек с коронавирусом за сутки. Всего, по данным оперштаба, подтвержденных диагнозов 6824, выздоровели 5595. В тяжелом состоянии 30 пациентов, 10 из них на ИВЛ. Возможности выявления и лечения инфицированных в Ингушетии обсудили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Махмуда Али Калиматова. В регионе функционирует 565 коек, из них 373 с кислородом, в том числе 72 реанимационные. Подробности далее. Для увеличения охвата населения тестированием лаборатории Ингушской республиканской клинической больницы перинатального центра с 5 октября переведены на круглосуточный режим работы, а с 16 октября из Сунжской центральной районной больницы. За последние 2 недели количество исследований увеличилось более чем в 2 раза. Министр здравоохранения Ингушетии Рукия Таршхоева подчеркнула, что увеличение охвата и, соответственно, выявляемости и результативности исследовательской деятельности сказалось на динамике, фиксируемой ежедневной статистикой. Также рост обусловлен началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Но это, по ее словам, было прогнозируемо. Основной акцент как представителей регионального Минздрава, так и Роспотребнадзора делался на необходимости соблюдения мер профилактики. Заболеваемость после похорон резко увеличивается. Соответственно, там большие контакты. Эти люди приходят в семью. Начинается семейные, среди родственников контакта. То есть в основном 80% это не маленькая цифра. И 80 до 80%. А вообще, где скученность, там понятно, там будет инфекция. Это всегда так было. Любая вирусная инфекция, она идет там, где есть скученность населения. Поэтому вот мы говорим с ношением масок, мы говорим про перчатки. Но мы часто упускаем дистанцию. Соблюдение дистанции – это очень важно. То есть не будет дистанции, так как сам вирус, он тяжелый. Это не грипп. Он на больших расстояниях он не уходит. Он уходит на короткое расстояние. Поэтому всегда говорят соблюдение хотя бы 1,5–2 метра. И вот эту дистанцию, если расчертить, если мы будем рассадку делать, учитывая вот эту дистанцию, то мы, соответственно, можем снизить заболеваемость. Следующий шаг – это обеззараживатель воздуха. Ну, хотя бы проветривать. Через проветривание помещений. То, что мы пытаемся в больницах даже делать. Это должно быть обязательно. И следующим шагом, чисто профилактические мероприятия, это теплое питье. Это уже доказано медициной. Если каждые 1,5–2 часа делать по несколько глотков теплой воды, а если она будет с кислой средой, то есть даже лимонный выжать лимон, это просто это вас защищает на несколько дней. По заявлению главы региона, власти не намерены в ближайшее время вводить массовые ограничения, пока рост контролируемый. Ситуация стабильна и нет опасений о возникновении перегруженности системы здравоохранения и учреждений, на которые ложится основная нагрузка по лечению заболевших COVID-19. Но населению настоятельно рекомендуется внимательно отнестись к правилам и рекомендациям врачей во избежание заражения. В дальнейшем решения будут приниматься, исходя из статистики и изменений эпидситуации в республике. Анализ, который делают и сами врачи, и руководители тех ведомств, все-таки огромную роль играет все-таки вот это осенне-зимний переход респираторных заболеваний. Поэтому
Очень внимательно надо относиться к этому. За собой надо следить, особенно касается здравоохранения, школы, детских садов, спортивных соревнований. Просьба тоже обеспечить. Если что-то не хватает, у нас есть запасы для того, чтобы вам помочь в части первых вещей, там маски, там, перчатки, дезинфицирующие вещи. Главы запишите. И сельским поселениям скажите, каждый магазин большим шрифтом в магазин без маски не входить. Школы, больницы. Напишите тоже, каждый директор пусть вывесит большой плакат в помещение школы, детского сада, больницы. Без масок не входить. Мы должны срочно снизить эту грань, которая у нас тут поднялась. Нам надо ее убрать. Дистанцию-то можно соблюдать. И вот этой части нам надо очень серьезно подойти. Мы сегодня накатали систему, да, у нас врачи, они знают, как лечить. Давайте дифференцированно подходить. Мы теперь понимаем и знаем, где у нас болевые точки, да? Вот давайте работать в этом направлении. Вот эти предостерегающие меры я предлагаю и Роспотребнадзору, и министерству, может вместе, может быть раздельно, доведите до людей. По данным Оперштаба на 20 октября общее число заболевших составляет 6765 человек. Из них выздоровело 5536, смертельных случаев 91. Сегодня на лечении в подготовительных стационарах находится 353 больных. Из них 14 детей и 140 лиц старше 65 лет. Амина Бокова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации состоялось очередное пленарное заседание, на котором было рассмотрено около 20 вопросов. В ходе встречи сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев рассказал об итогах празднования юбилея единения Ингушетии с Россией. Уважаемая Валентина Ивановна, 2020 год является годом больших юбилейных торжеств для нашего народа, для нашей республики. 250 лет назад наши предки сделали очень большой исторический выбор единения Ингушетии с Россией. Мы гордимся выбором наших предков и считаем, что мы достойны вот того завета, данного нашими предками, и соблюсти верность присяге. И хочу отметить, что в 1991 году ингушский народ опять вновь подтвердил верность нашей присяге, когда он единогласно высказал за сохранение нашего народа в составе Российской Федерации. Накануне в республике прошли большое торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Это торжество стало не только культурным событием, радостью для жителей республики, но и свидетельством важности вот этого исторического юбилея, исторического выбора нашего народа. Большое спасибо вам, уважаемая Валентина Ивановна, за поздравления, за теплые добрые слова в адрес ингушского народа. Если вы позволите, хотели бы продемонстрировать небольшой ролик, посвященный этому событию. У нас скоро все сенаторы кинооператорами станут. Да, хорошо, давайте посмотрим. Это действительно очень значимое событие. Я согласна с Мухарбеком Арбетовичем, и я поручила заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Магомеду Саламовичу Умаханову от имени Совета Федерации принять участие, выступить, поздравить. Знаю, что торжества были очень такие знаковые. Еще раз и вас, сенаторов от Ингушетии, народ Ингушетии, поздравляем с этим замечательным юбилеем. Спасибо. Пожалуйста, включите ролик. Вот уже 250 лет судьба ингушей неразрывно связана с Россией. Договор о единении с Российской империей был подписан ингушскими старейшинами в марте 1770 года. Заглянуть в эту эпоху вновь в Минкультуру пригласили всех 10 октября на обновленный стадион в Сундже. Средства на празднование годовщины были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них пошли на концертную программу и реставрацию стадиона Дьякова в Сундже. Так выглядел стадион до реконструкции. Его состояние можно было назвать плачевным. В последний раз ремонт здесь проводили около 60 лет назад. За это время обветшали как трибуны, так и административный блок. А таким его увидели гости концерта. Здесь изменилось практически все. Открыли мероприятие экстремальным и зрелищным выступлением авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи». 7 истребителей МиГ-29,
демонстрирует фигуры высшего пилотажа. Вот в одиночном полете под руководством опытного пилота самолет выполняет один из самых известных и опасных трюков – колокол. Это фигура, при которой самолет переводится в вертикальное положение, а затем полностью застывает и начинает падать. Фигура колокол! На территории стадиона было организовано подворье, где представлены работы ингушских мастеров кузнечного, гончарного и ткацкого дела. Далее театрализованное представление артистов перенесло жителей на 2,5 века назад. Солнце восходит над землей ингушей, а символ народа орел постепенно исчезает в лучах солнца. На фоне виднеются боевые башни, во главе каждой из которых стоит старейшина. Далее на сцене показана баталия конных всадников дикой дивизии. А эта сцена уже показывает, как проходил сам процесс подписания соглашения единения Ингушетии с Россией. Большой праздник подразумевает присутствие больших гостей. Поздравить жителей республики приехал и помощник полпреда в СКФО Сергей Стариков. Он зачитал поздравления от президента страны Владимира Путина. Принимают поздравления жителей Ингушетии и от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Республика Ингушетия – самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба 2,5 столетия неразрывно связана с Россией. Жителей республики поздравил и глава региона Махмуд Али Калиматов. Это событие, которое разделило историю ингушей на до и после. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое. В единстве наше будущее. Россия, Ингушетия неразрывны. Ура! Третий час праздника – большой концерт, на котором выступили звезды ингушской, кавказской и российской эстрады. Открыли концерт национальными песнями. Поздравить с праздником приехали такие артисты, как Сергей Волчков, Тамара Гверцетели, Патимат Кагирова и Глюкоза. Торжественное мероприятие к годовщине единения продлилось более 4 часов и завершилось около 9 вечера. Вспоминать об этом грандиозном шоу стрижей актеров театра и звезд эстрады будут еще долго. Спасибо большое. Вот мы тоже прикоснулись к этому празднику и как будто были его участниками. ДТП в регионе происходит чуть ли не ежедневно. Причины аварий все те же, ничего нового. Превышение скорости и беспорядочное маневрирование. Не отличаются дисциплины и пешеходы. Результаты всего этого увидим в сюжете. Эти кадры с места аварии были зафиксированы камерой видеонаблюдения, расположенной на улице Асканова. В 8 утра сельское поселение Плиево, на дорогах пусто. Что послужило причиной столкновения двух автотранспортных средств, непонятно, рассказывает Зара Ужахова. По факту ДТП, которое произошло в сельском поселении Плиево по улице Асканова, где водитель ВАЗ-2106, выехав на полосу встречного движения, встретился со встречным транспортным средством ВАЗ-2110, в результате чего водитель ВАЗ-2106 и пассажир ВАЗ-2110 были госпитализированы в РКБ города Назрань. Виновники каждого ДТП, по вине которого произошло ДТП, будут, конечно, нести наказание. И каждое ДТП расследуется для того, чтобы понять причины, условия, для того, чтобы провести более глубокий анализ, в связи с чем провести нам дополнительную работу, профилактические рейды, направленные на безопасность дорожного движения и, конечно же, на снижение аварийности на дорогах. Везение по-другому не назовешь, глядя на эти кадры. Автомобиль несется на высокой скорости, игнорируя правила ПДД. По словам Зары Ужаховой, аварийная ситуация в регионе за последнее время заметно ухудшилась. Все больше на дорогах республики наблюдается беспорядочное маневрирование, безответственность и явное несоблюдение требований безопасности своей и окружающих. Остаются игнорированными и призывы сотрудников ГИБДД не превышать скорость, пристегивать ремень, который существенно снижает вероятность смертельной травмы при экстренном торможении либо резких маневрах. В Республике Ингушетия на сегодняшний день зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 49 человек погибло и 288 человек получили ранения различной степени тяжести. Говорить о том, что состояние с аварийностью в республике улучшается, мы пока не можем, так как аварии происходят ежедневно практически. К сожалению, у нас гибнут и калечатся жизни людей. У нас проводятся ночные и утренние рейдовые мероприятия по выявлению нарушений. Также у нас проходит в республике месяц безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас не только проводятся рейдовые мероприятия, но и профилактическая работа с населением. Мы и доносим до сознания граждан о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно их пользоваться ними, и также понимать, что все-таки безопасность на дороге зависит от каждого жителя.
Несоблюдение правил дорожного движения – это в первую очередь неуважение к другим автомобилистам, рассказывает Зелимхан Божев. За 20 лет вождения он не раз был очевидцем аварийных ситуаций. Отмечает, что часто сами пешеходы создают опасную ситуацию, переходя дорогу в неположенном месте. Знаки жавы, масна, пешеходы, переходы живень, ато хайжлат вины. Ато еще водитель ато был без на хотя бы правила соблюдать дива ваши. Поворотник хасак пропускать диви. Шиму дахам ато хайжмат вин, башиму вочер эдл. Сельский там мотик жо мотики, что техло мотик, что освещение ездух. Йолу жьет шхул, эти скорость убавить ди там 60 тоже, ляво счет гави. Расположение мотики шхул дух сханится уже. Обращаясь в частности к родителям, чьи несовершеннолетние дети могут бесконтрольно прогуливаться в темное время суток, сотрудники госавтоинспекции призывают обратить внимание на тот факт, что именно дети по статистике представляют самую незащищенную категорию. Также рекомендуют использовать в их одежде цветоотражающие элементы. Зелимхан Калоев, Адам Мирешков, Адам Далаков, Новости 24. Эксперты рассчитали, когда пойдет на спад пик заболеваемости COVID-19. По итогам исследования ожидается, что число больных начнет снижаться в начале ноября. Это в случае благоприятного развития событий. А пока на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионах ужесточает масочный режим. Наличие средств индивидуальной защиты в вузах и школах республики проверили специалисты Роспотребнадзора. Рина Цичуева об итогах рейда. В первую очередь сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание на табличку «Вход без маски запрещен». Для того, кто пришел в вуз без нее, на столе целая пачка средств индивидуальной защиты. Антисептики также в наличии, а при входе в корпус висит дополнительный санитайзер. Правда, температуру никому не измеряют. Специалисты поясняют студентам и преподавателям, как важно следовать мерам безопасности и соблюдать необходимую дистанцию. Если есть свободные места, не скапливайтесь в одном месте, рассаживайтесь по отдельности. Внизу образовательного учреждения нам оказало все необходимые антисептические средства. Когда заходите, руки обрабатываете. К мерам безопасности здесь подошли серьезно. Прошлый учебный год с вынужденным переходом на дистанционку стал непростым испытанием для студентов и преподавателей. И, видимо, хорошим стимулом не нарушать. Занятия, конечно, вернулись в очный формат, но с особыми правилами, о которых специалисты предупреждали заранее. Плюс еще сезон простудный, что только усугубляет ситуацию с коронавирусом. В основном меры профилактики одни и те же. Студенты и сами отлично понимают, как все это важно. Лиана Сапралиева на первом курсе филологического факультета признается, что боится заразиться коронавирусом. Тем более знает, как в некоторых случаях тяжело протекает это заболевание. Я считаю, что мы должны соблюдать все правила. Я это знаю, потому что в доме у меня было такое. Мама переболела, и это действительно очень сложная болезнь. Мы защищаем не только себя, но и старших. Потому что у многих есть пожилые люди в семьях, и они более подвержены риску заболеть, и они переносят эту болезнь более тяжело. Некоторые однокурсники считают, что это неудобно, но мы уже привыкли к этому, и хотя бы этим себя защитим от коронавируса. Носить маски обязаны и преподаватели, и многие из них уже переболели коронавирусом. Одни в легкой, другие в тяжелой форме. Масочный режим они стараются не нарушать, ведь речь идет о здоровье. Расстояние между мной и студентами более 1,5 метра, тогда я маску снимаю и читаю свою лекцию. В это время студенты обычно сидят как бы на своих местах в аудитории лекционной. Еще одним пунктом разъяснительной работы сотрудников Роспотребнадзора стала школа в Назрани. На входе в образовательное учреждение все необходимые памятки. Стоят антисептики, все преподаватели в масках. Необходимые средства индивидуальной защиты есть и в классах. Маленькая Зара Хакиева и взрослому даст прекрасный мастер-класс по мытью рук. Сначала нужно сполоснуть руки, потом мыло. А потом что делаем? Кетчуп, без микробов, Нельзя трогать перила, нужно носить всегда маски, перчатки и нельзя подходить к людям, у которых грязные руки, или здороваться с ним. В кабинете у нас стоят антисептические средства. Это антибактериальное мыло, это антибактериальный спрей, это сухие полотенца. После каждого урока мы проветриваем помещение, устраиваем сквозные проветривания. После всех уроков каждый ответственный за кабинет проводит дезинфекционную уборку.
Что делается? То есть специальным раствором хлорированным мы обрабатываем все парты, стулья, ручки. Сотрудники Роспотребнадзора такие пояснительные рейды будут проводить ежедневно, пока у социальных учреждений не будет выработана единая слаженная система по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее сотрудникам управления Роспотребнадзора были выданы рекомендации руководителям образовательных организаций. И по этим рекомендациям и предписания были выданы, чтобы они все пункты предписания выполняли в обязательном порядке. В ходе конечной нашей проверки, в ходе наших проверок мы видим хороший рост, что они все пункты предписания выполняют в обязательном порядке. То, что они не знают, это в телефонном режиме мы уже консультируем руководителя организации. Пока в республике не введены жесткие меры, но предугадать сценарий очень сложно. Коронавирус распространяется быстрее, чем мы думаем. Не хочу, не буду, забыл дома, не вижу смысла, оставил на работе. В общем, у тех, кто не носит маски, отговорок достаточно. Тем временем в России больше 15 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. И количество заболевших постоянно растет. Эти элементарные правила могут оградить нас от этого коварного заболевания. Ведь коронавирус каждый человек переносит индивидуально. Ирина Цычева, Ахмед Гандаров, Новости 24. Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате. Напомню, просветительская акция традиционно приурочена ко Дню народного единства. Для участия необходимо в любой день с 3 по 8 ноября зайти на официальный сайт, пройти диктант и заполнить контактные данные. Результаты можно будет узнать сразу после завершения опроса. Участники акции будут награждаться сертификатами. И у меня на этом все. До встречи в эфире.